какие продукты цены больше всего поднялись? Ну, сахар, мука, макароны всякие. Сахар, масло и мука. Вот эти, ну, есть вот где сейчас государство выделило тот маслобот, который стоит по 60 самым, ну, масло, которое, ну, там продают, и сахар тоже там дешевле продают. همه چیزی در کره همه یک کیلو قنده 9 сом, اینه 9,5 сом, قریب 10 сом, я خیلی جوت 10 сом. Молоко 5 самон, которое стоило 3,50. Картошка 4,50. Ребята, мы в такой стране богато живем, а цены, конечно, извините, даже пенсии не хватает. Сахар подорожал, там, не знаю, в 10 самом где-то. Яйца тоже самое. На все подорожало у нас. Ну, вот так как мой папа покупает нам большинство продуктов, он говорит, что подорожало масло, крупы подорожали. Пока что все, наверное. А приходится ли от чего-то отказываться в пользу продуктов питания? Оказывается, большинство людей считают, что да. Но людям, которые... Ну, мне папа помогает. Нас, ну, все вместе работаем дома, поэтому нам нормально. Пришлось ли от чего-то отказаться в пользу продуктов? Ну, пока нет, не знаю, что будет дальше. Ну, пока что нет. Не заметил. Нет, я нет. А у вас? От одежды. همه چی یک داریش کم تا میخری چکو میکنی دیگه نه لیبوس میخری نه یک اونجا میره نه مرکه میکنی مجبور خودش کم بخری خرز خیلی فقط میخری. خیلی مردکم اون کار میکنن کاری دولتی 7-8 مشید اولیگ نیست ما ایشته چیکو میکنی Какая часть твоего бюджета уходит на продукты? Но если в процентах сказать, ну где-то 20% в основном. 20%? Да, Почему так мало? 20%. Ну, дома питаемся мы в основном. Ну, где-то 50%. Почти все на продукты что уходит. По-разному. И хариб хамаш мирад на мираса. Ну, если более-менее покушать, семья, 1000 сомон. Надо работать, только работать. Хорошо заработать. Сейчас везде так.